Полные идей, амбициозные и талантливые. Молодежь вновь соберется на Всероссийском образовательном форуме «Торгим», который будет проходить в Ингушетии с 1 по 5 августа. В этом году участников разделят на 4 трека. Это туризм, направление IT, предпринимательство и патриотическое воспитание. Повестка выбрана исходя из потребностей и интереса современной молодежи. У нас ожидается от 150 до 180 участников. На данный момент идет отбор всех участников. У нас была регистрация через систему АИС «Молодежь России». На 17 июля было более 900 регистраций от 82 регионов России. По предварительному отбору у нас на данный момент отобрано 54 региона, 150 участников из 54 регионов России. В основном какие площадки? Мы решили в этом году, в 17 раз, когда форум «Торгим» придет, чуть-чуть его обновить, поменять его формат. Словом, если весь форум раньше проходил на одной локации, в этом году формат немного изменили и внесли новшества. К примеру, для каждого направления впервые будет своя программа. Участники туризма будут выезжать за пределы лагеря, размещаться на горе с палатками, там будет создана инфраструктура. А участники IT будут работать в столице региона, в частности в IT-академии. Патриотам нужно будет форсировать реку, пройти марш-бросок, словом, преодолеть препятствия. И только предприниматели останутся на площадке самого форума. Для них будут организованы бизнес-стартапы и бизнес-треки. Интересными будут и гости форума, которые также поприветствуют молодежь. В мероприятии традиционно примет участие глава республики Махмуд Али Калиматов. Подготовка к предстоящему событию идет полным ходом. У нас орггруппа, она распределена по нескольким направлениям. Ряд участников выехали на базу Мужичи для подготовки самой Мужичи. Ряд сегодня, как раз таки где-то часа полтора назад, выехала в горную часть Ингушетии для проверки башенных комплексов, где будет проводиться образовалка. Мы хотели бы, чтобы ребята не просто мы им рассказывали, как, что у нас построено, чтобы их образовалка была внутри башен, либо около башен. Ну и создание своего палаточного лагеря в связи с тем, что мы должны создать свою инфраструктуру. Ряд ребят уже тоже на другие локации разъехали для того, чтобы посмотреть, проверить, подготовить баннерную продукцию, раздатку. Работают, ряд участников работает с дизайнерами, наша медиаслужба разрабатывает техзадания, идет подготовка. Возможность полностью окунуть участников трека в свои образовательные программы сделает форум еще интересней. Новый взгляд поможет участникам узнать еще больше об Ингушетии и в целом реализовать свой потенциал. Главным событием по праву станет грантовый конкурс среди молодежи. В этом году опять же будет грантовый конкурс на форуме «Торгим» по тем проектам, которые защитят обязательно участники, то есть защитить проект будет только в первую очередь участник форума «Торгим», а Федеральное агентство по делам молодежи будет распределять гранты от 10 тысяч до полумиллиона рублей. Будут распределены в сложности от 4 миллионов рублей. На данный момент у нас идет подготовка нашей ингушской делегации к участию в грантовом конкурсе. Мы им помогаем писать проекты, помогаем, объясняем, как его защитить, для того, чтобы увеличить их шансы на победу. Выигрыш пойдет на реализацию интересных идей, а их у молодежи много. Кто-то поможет спасти экологию, другой сохранить историю, третий построит полезный объект. Каждый заслуживает поддержку, и только самые интересные проекты будут оплачены и реализованы. Проект Джамбулата Евлоева довольно необычный. Он в первую очередь направлен на сохранение национальной идентичности. Суть ее заключается в том, что мы будем выезжать в отделенные села, поселки, где живут старейшины, которые владеют рецептами старых блюд. Поэтому наш проект называется «Кухня предков». Мы будем записывать их рецепты, а потом будем воспроизводить их в студии, где будем пытаться приготовить эту еду. Мы будем это все снимать, а потом выкладывать эти ролики в социальные сети и пытаться популяризировать старую кухню Ингушетии. Проект защищает один, но за этим стоит труд целой команды. Анализ ситуации, подробное изложение того, что по итогу будет реализовано. Исрапил Цичоев уверен, его экологическая идея с патриотическим настроем просто необходима нашему региону. Вот тут я полностью расписал для экспертов, что мы планируем в рамках проекта. Там 10 субботников, по 5 на каждую территорию, полностью очищение, улучшение почвы, то есть чернозем мы хотим туда посыпать, и на каждую территорию посадить по 100 фруктовых саженцев. То есть из засоренного мусорной территории мы делаем уже фруктовые сады. Уникальность проекта заключается в том, что каждый фруктовый сад мы будем
у входа в этот сад выставлять большую деревянную табличку с именами участников специальной военной операции. Кто станет лучшим, узнаем уже скоро. А пока подготовка к предстоящему событию продолжается. Рина Цичуева, Сулейман Костоев, Магаз 24.